Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова, наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын. А в нашей студии сегодня Торгово-промышленная палата Республики Саха-Якутия в лице гостей, и я рада их представить. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия Марина Богословская. Марина Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, рада вас видеть. Также в нашей студии сегодня вице-президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия Василий Слепцов. Василий, добрый день. Добрый день. И лауреат премии Торговой промышленной палаты Российской Федерации «Золотой Меркурий» Анна Постникова. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте вас поздравить. Вы являетесь единственным и первым победителем этого конкурса от Республики Саха-Якутия за все 23 года существования Торгово-промышленной палаты. Нет, именно этого конкурса. Именно этого конкурса. А сама Торгово-промышленная палата с 1991 года? Но это наша палата создана в 1991 году, ей вот 34 года. На следующий год вот у нас будет юбилей. А вообще всей системе торгово-промышленных палат Российской Федерации более 300 лет. И положил начало этой чудесной истории еще Петр I. Марина Олеговна, я действительно вас очень рада видеть сегодня, и позвольте мне еще раз сделать вам комплимент. Вы всегда выглядите безупречно. Я всегда вами любуюсь, насколько вы всегда стильная и держите лицо. Это просто аплодисменты. Спасибо вам большое. Спасибо, я смущена, вообще не сказано. Икона стиля. Да, вашими комплиментами. Но это создает определенное хорошее настроение. Я думаю, сегодняшний эфир у нас пройдет вот на такой хорошей дружеской ноте. Ну, во-первых, уважаемые радиослушатели, телезрители, приветствуем вас. И мы сегодня здесь, в этой студии, в очередной раз для того, чтобы рассказать вам о возможностях торгово-промышленной палаты для развития бизнеса. Но, кстати говоря, сейчас вот мы с коллегами обсуждали это до эфира, что торгово-промышленная палата может быть в некоторых ситуациях полезна не только юридическим, но и физическим лицам. Об этом мы тоже как-нибудь вам расскажем. Ну и, Светлана, большое вам спасибо за то, что вы нас пригласили в очередной раз в свою передачу, потому что для нас это очень ценные такие моменты, да, не только делать свою работу хорошо, но и рассказывать об этом, о возможностях палаты широкому кругу общественности. Спасибо большое. Режиссер просит чуть поближе микрофон, но, может быть, вот так вот блокнот чуть-чуть подальше, да? Вот можно сбоку. Да. Марина Олеговна, спасибо вам большое. Вот когда речь идет о торгово-промышленной палате, возможно, больше вот половины наших слушателей и зрителей подумают, что этот эфир будет интересен только представителям торгово-промышленной палаты, предпринимателям. Так ли это? Или же мы можем сегодня пригласить к эфиру обычных наших граждан, и это тоже для них будет чем-то полезно и хорошо? Вот я думаю, как раз второе, да, потому что, сегодня ты не занимаешься предпринимательской деятельностью, а кто знает, что будет завтра, да, жизнь так непредсказуема, и когда человек, допустим, приходит в бизнес или является начинающим предпринимателем, как правило, возникает много вопросов и достаточно большое количество проблем именно от незнания, где можно получить дополнительную информацию, где можно найти, я не знаю, людей, которые, возможно, сталкивались уже с такими же проблемами, могут тебя проконсультировать, чем-то помочь. И вот как раз в этой ситуации Торгово-промышленная палата – замечательная площадка именно для того, чтобы объединять усилия для решения тех или иных проблем, для постановки общих задач и всегда рука об руку вместе с товарищами проблемы решать проще. Но об этом вот члены палаты, я думаю, тоже расскажут сегодня, да, как они пришли к нам в палату и, как вот взаимодействуем уже несколько лет и добиваетесь таких побед. Добиваемся результатов именно совместными усилиями. Ну и потом торгово-промышленная палата в рамках стандарта деятельности системы ТПП оказывает достаточное количество услуг, которые могут быть полезны не только предпринимателям, но и любому гражданину, который столкнулся, да, вот с какой-то проблемой. Например, мы профессионально занимаемся независимой экспертизой. То есть это не обязательно экспертиза там вагона там, сахара, допустим, да, который пришел там ненадлежащего качества, а это также может быть какая-то бытовая вещь, которую вы приобрели, и она вот сломалась раньше времени, и вы хотите доказать продавцу, да, что он не прав, и хотите поменять или вернуть эту свою покупку. Это тоже к нам.
И во втором блоке мы, наверное, об этом будем даже подробнее говорить. Во втором блоке мы планируем сегодня рассказать о процедуре медиации. Что такое медиация? Это, ну, знаете, наша новая действительность, скажем так, да? Это досудебное разрешение споров. То есть это умение договариваться на этом, как говорится, берегу, не доводя дело до суда. Это очень интересно, это сейчас популярное такое направление. И мы вот в прошлом году при торгово-промышленной палате создали центр медиации и активно эту услугу продвигаем. И вот профессиональные люди во втором нашем блоке сегодня об этом расскажут. Ну а сегодня вот мы хотели, да, как об одном из инструментов деятельности палаты рассказать. Ну, все знают о том, что мы проводим круглые столы, конференции, форумы, способствуем встречам предпринимателей для решения их вопросов с органами исполнительной власти. То есть инструментов достаточно много. Но есть еще один инструмент, о котором знают немногие. Это участие в республиканских и федеральных конкурсах системы торгово-промышленной палаты. А это как раз та самая возможность заявить о себе, заявить о своем бизнесе. Это своеобразная реклама, но реклама не такая, вот знаете, как лобовая атака, да, приходите к нам, потому что мы этим занимаемся, а именно рассказать о своем успехе и получить достойную оценку своего успеха. Вот поэтому вот сегодня Василий Алексеевич, который предметно у нас в палате занимается конкурсами. В частности, вот сегодня мы хотим рассказать о конкурсе торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Золотой Меркурий». Василий Алексеевич, ну вам слово. Да, ну как сказала Марина Олеговна, премия «Золотой Меркурий» является одной из основных конкурсов в системе ТПП России. Она была учреждена в 2002 году. У истоков этой премии стоял сам Евгений Максимович Примаков. Ежегодно премия проводится при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации, то есть уровень уже такой высокий, да. Премия ориентирована на поддержку малого бизнеса, то есть в премии участвуют предприятия численностью персонала до 100 человек, и она дает возможность предпринимателям представить свои какие-то товары и услуги на российском уровне. И цель премии, именно поддержать малый бизнес. Конкурс на соискание премии «Золотой Меркурий» проводится в 2 этапа. Это у нас региональный этап, который проводим мы как региональные торгово-промышленные палаты. Ну и, конечно же, федеральный этап проводится ТПП России. Определение победителей федерального этапа проходит в мае месяце. Победителей определяет экспертное жюри во главе с президентом России Сергеем Николаевичем Катыриным. Ну и традиционно торжественная церемония награждения победителей федерального этапа у нас проходит в Москве в июне месяце. Что касается нашего регионального этапа, то он проходит до 15 марта. То есть у предпринимателей наших еще есть время подать заявку, почти 3 недели. И награждение нашего регионального этапа состоится ко Дню российского предпринимателя 26 мая. В премии есть несколько номинаций. Это вот лучшее малое предприятие в сфере услуг, в сфере производства промышленной продукции, в сфере АПК, ну и так далее. Всю необходимую информацию о конкурсе можно найти на нашем сайте tppsakha.ru в разделе «Главная новость». Там вся необходимая информация имеются наши контакты. Мы 24/7 на связи. Чем сможем, тем поможем. Поможем заполнить заявки, анкеты и так далее. Хочется отметить, что в конкурсе есть определенные критерии, и надо им соответствовать. Там финансовые данные о конкурентоспособности и так далее. Ну и, как вы отметили, впервые за все существование, это вот больше 20 лет, да, как существует премия. Да, с 2002 года. Да, в 2023 году победителем федерального этапа премии «Золотой Меркурий» стала наша семейная компания из Якутии, семья Постниковых. Это сеть частных центров развития ребенка «Узнавайка».
Я бы Да, хотел Анна слово Ивановна, передать вам Анне слово. Ивановне. Поделитесь эмоциями, вообще историей вашего участия в этом конкурсе. И вот мы видим здесь на столе, вы обладателем являетесь сразу 3 Меркуриев. Вот расскажите, что за коллекция у вас собралась? Да, я принимала участие в региональном этапе конкурса «Золотой Меркурий», да, с чего и началось знакомство мое с торгово-промышленной палатой. Мы вообще активно принимаем участие в разных конкурсах, и я увидела объявление о том, что проводится такой конкурс. Оформила заявку, отправила, с Василием Алексеевичем как раз-таки разговаривала, спрашивала, как, что, уточнялась, когда результаты будут и так далее. И мы победили лучшее малое предприятие в сфере услуг. Это первый наш Меркурий, первая победа. Было очень волнительно, было торжественное вручение. Ну, запомнилось это, конечно, навсегда, мне кажется. Следующий год мы тоже принимали участие в региональном Можно этапе. я здесь ремарочку сделаю? Да? До участия в конкурсе компания «Узнавайка» не являлась членом торгово-промышленной палаты. То есть это предпринимательский конкурс, независимо от того, значит, членом какой организации ты являешься. Но, как правило, да, это является стимулом для того, чтобы дальнейшую свою жизнь связать все-таки с системой торгово-промышленной палаты. Да, да. И второй год мы тоже принимали участие в региональном этапе и победили в номинации «Лучшее семейное предприятие». Ну, а потом уже мы, по итогам, как я понимаю, да, вместе подали заявку на федеральный уровень. Конечно, я хочу поблагодарить и Марину Олеговну, и Василия Алексеевича, торгово-промышленную палату нашей республики, да, за то, что они вот поддерживают предпринимателей, потому что, не знаю, как бы я сама бы туда осмелилась бы, не осмелилась бы я туда подавать заявку. Конечно, это мы все вместе оформили, подали, волновались, ждали результатов. Борьба была нешуточная, потому что там принимают участие предприниматели со всей России. И там прямо, сложно взять вот так вот и наскоком победить, так скажем, да, это невозможно практически. У нас это получилось, и мы вместе ездили на вручение. Это было очень торжественное мероприятие. И из рук самого Сергея Николаевича Катырина получала этого Меркурия. Было очень волнительно, конечно. И очень запомнилось. И мы когда, во-первых, там, да, когда другие предприниматели из других регионов подходили, поздравляли семейные компании России. Это тоже проект торгово-промышленной палаты Российской Федерации, куда мы тоже входим. Они прям были очень рады. И вот это вот чувство поддержки, и вот они действительно рады. Это такие... Успехом. Успехом, рады успехам. Это такие чистые сердечные поздравления. Прямо эмоции переполняли на самом деле, и это, конечно, запоминается вообще навсегда. Было очень интересно, волнительно, и с детьми мы ездили тоже. Семейные компании России есть проект, есть «Надежда бизнеса России», проект торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Елена Николаевна Дыбова сама курирует этот проект. Елена Николаевна — это вице-президент ТПП России. Да. И мы вместе с детьми ездили на семейные советы. И вот прям детям тоже интересно это все. И вот обучение проходили. И я очень рада, что есть торгово-промышленная палата нашей республики, которая поддерживает предпринимателей. И всегда рада видеть предпринимателей у себя в гостях. И в различных, не только в конкурсах, вообще очень много мероприятий торгово-промышленная палата проводит, где мы все активно принимаем участие. Да, в течение года более 50 мероприятий мы проводим. И это вот разноплановые, есть деловые такие встречи, да, где на самом деле ставятся какие-то проблемные вопросы. И мы за одним столом объединяем предпринимателей, которые хотят поговорить о своих проблемах, и представителей органов исполнительной власти, которые уполномочены решать эти проблемы. Это один формат. Есть конференции, есть форумы. В том числе вот мы в этом году уже в 5-й раз проведем наш республиканский семейный форум, и мы единственный регион России, который так вот целенаправленно этим занимается. Нет, конечно, многие регионы ведут эту работу по развитию семейного предпринимательства. Это сейчас одно из главных направлений ТПП России. Но вот так, чтобы форумы ежегодно, а форуму обязательно предшествует еще конкурс семейных компаний, который мы проводим совместно с Министерством предпринимательства, с Центром «Мой бизнес». Это замечательная история, которая объединяет людей, и люди чувствуют себя вот единой командой. И вот мы уже в этой студии тоже об этом рассказывали, что, например, в прошлом году, в июле,
мы подняли на борт теплохода «Демьян Бедный» вообще такую заряженную на успех команду в 200 человек семейных предпринимателей. Причем с нами были на борту компании из 10 регионов Российской Федерации. И это всегда очень интересно. Это мозговые штурмы, это семинары, это деловые игры, это вот партнеры, это вообще знакомства. И очень часто по итогам таких мероприятий рождаются какие-то новые проекты, люди начинают дружить, общаться, и нас это не может не радовать. Вы приятные очень люди, и вот так хорошо, что вы такую вот вокруг себя, да, команду большую создаете, которая разрастается, и уже за пределами Якутска и Якутии, и там и поддержка, и там и рады. И еще, мне кажется, очень интересная история о том, как создавались вот наши, да, вы как раз за кадром и говорили, Василий, расскажите, чтобы все об этом узнали, как создавались вот эти, как правильно называется? Да, ну это якутский золотой Меркурий, мы его так называем. Статуэтка золотого Меркурия, да, вот торгово-промышленная палата, это, ну, такой бренд, так скажем. И вот Владимир Михайлович Членов, президент торгово-промышленной палаты, в свое время... Очень приятный человек. В свое время смотрел, да, вот на эту статуэтку и отмечал, что ему в Якутии будет холодно, надо его одеть. Меркурий. И вот так появился наш такой якутский купец уже в нашей национальной одежде. В правой руке у него жезл Меркурия кадуций, да, алмазы, чарон, ну вот такая вот интересная история. Да, и это такая лимитированная достаточно история. То есть этот золотой купец, он изначально как бы и был задуман как награда для победителей регионального этапа «Золотого Меркурия». Но потом, глядя на то, как он нравится, да, всем, у нас есть еще один проект, он называется «Деловая Якутия», с которым мы выезжаем с бизнес-миссиями по улусам республики. И в последнее время это такая достаточно массовая история. С нами отсюда из Якутска выезжают уже по 50 человек. Мы едем таким караваном, заказываем автобус, кто-то на своих машинах, приезжаем в Улус. Вот наша последняя история, это 6 февраля, мы были в Мегино-Кангаласском Улусе. И это всегда встреча с бизнесом, с населением, подписание соглашения с главой Улуса, ряд мероприятий, в том числе есть площадки и патриотические, да, потому что наши спикеры идут в школы, идут в какие-то учебные заведения, которые есть в том или ином Улусе. Это очень нужная работа, согласитесь, да, как был период, когда у нас в стране как-то это было упущено, а сейчас вот произошло осознание, что с молодежью, с детьми надо обязательно работать. У нас также есть хорошо подготовленные спикеры по финансовой грамотности, которые работают с населением. Есть деловая площадка, где мы рассказываем об мерах поддержки. С нами выезжают представители банков, партнеров наших, фондов, которые могут быть полезны бизнесу. И также мы даем площадку для предпринимателей городских, которые могут рассказать о своем бизнесе и поискать там себе партнеров. И вот мы решили, что, наверное, мы хотим, чтобы память о наших вот этих встречах, о наших визитах, о наших бизнес-миссиях все-таки в Улусах оставалась. И лучшим вот проводником для этого является вот наш золотой купец. И поэтому сейчас вот в 8 Улусах, где мы уже побывали, в кабинете у глав муниципалитетов вот стоят наши эти золотые купцы, как символ наших дружеских отношений, нашего взаимодействия. Ну, вот, символ ответственности, наверное, такой смелости, да, что все предприниматели, да. это люди... И внимание именно к людям бизнеса. Спасибо большое. У нас остается до конца первого блока буквально минута. Может быть, кто-то из вас еще хочет сказать какие-то слова, потому что во втором блоке Марина Олеговна остается, и будут 2 других гостя. Вдруг есть что сказать, ну, пожалуйста. Вот я бы, знаете, вот хотела, Анну Ивановну, да, вот о своих эмоциях, о которых вы говорили, когда мы были на встрече с Сергеем Николаевичем Катыриным в палате. Как вы назвали эту награду? Вот, я как раз про это сижу и думаю, я же забыла сказать, что он называется предпринимательским Оскаром среди предпринимателей. Это такое негласное название. Очень высокая награда. Да, очень высокая награда, и все предприниматели его хотят. И когда я получила, да, мне вручил Сергей Николаевич, я там со сцены спустилась, ко мне кинулись семейные компании. Ой, ну можно подержать? Ну, конечно, можно. Берите, брали, фотографировались. Мы обязательно его добьемся в следующем году. Мотивирующая такая история. Это из других регионов семейные компании подходили, очень радовались. И ну, и сама процедура, вот это вручение этой высокой награды, она и обставлена, как, знаете, вот очень
высокого класса мероприятия. То есть выступают лучшие артисты страны, да, выступают ученые, выступают вот люди, которые известные. Мы уже заканчиваем наш первый блок. Оставайтесь, скоро вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии по-прежнему Торгово-промышленная палата Республики Саха-Якутия, по-прежнему президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия Марина Богословская. Марина Олеговна, благодарю вас за то, что вы сегодня помогаете мне направлять эфир в нужное русло. Спасибо вам большое. Сегодня Марина Олеговна... Я очень стараюсь. Да, моя соведущая, и без вашей помощи я бы точно не справилась. И еще в нашей студии гости. Рада их представить. Руководитель Центра медиации при Торгово-промышленной палате Республики Саха-Якутия Долгуяна Иванова. Долгуяна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. И генеральный директор агентства по реструктуризации долгов Николай Николаев. Николай Стальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. И во втором блоке мы будем говорить о досудебном урегулировании споров, о медиации, как о новой культуре в разрешении споров. И, Марина Олеговна, я с удовольствием передаю вам слово. Да, спасибо большое в очередной раз. На самом деле мне очень хочется об этом говорить, да, потому что мы вот уже второй год как создали при Торгово-промышленной палате Центр медиации, и мы увлечены этой темой, да, потому что видим на самом деле большую перспективу. И вот буквально в январе месяце первое наше мероприятие после Нового года, к которому мы еще с декабря прошлого года готовились, это был большой круглый стол именно по медиации. И там очень большой круг людей, вовлеченных вообще в этот процесс. Это и нотариусы, это адвокаты, это судьи разных инстанций, это адвокаты, юристы всех статей, да, ну и, конечно же, сами медиаторы, потому что медиатор — это вот не просто человек, который умеет порешать вопросы, да, это специальность, этому надо обучиться, это надо практиковать, но это реально приносит плоды сторонам, которые не смогли найти общего языка, и как нас десятилетиями учили, да, самый цивилизованный способ разрешения спора — это отнести заявление в суд. И мы все так и делали, да, многие годы, но результат, скажем так, неутешительный, потому что суды завалены делами, и в основном однотипными, кто-то кому-то что-то должен, вовремя не оплатил. И для судей нет там интереса, да, потому что практику не получишь, да, решая одни и те же, рассматривая одни и те же однотипные дела. И вот сейчас нас учат, и для этого должно произойти изменение в сознании, вот в нашем, да, населения, так сказать, страны, что есть и другой способ разрешения спора. Надо уметь договариваться. И, поскольку люди, вот, которые не нашли общего языка, они друг другом недовольны, то вот тут как раз вступает, значит, в дело медиатор, который помогает найти этот общий язык и прийти к какому-то общему знаменателю. Но вот у нас здесь сегодня два очень профессиональных человека, да, и Долгуяна Николаевна, давайте вам слово. Да, поскольку Долгуяна Николаевна является руководителем Центра медиации, во-первых, республиканского, а также Центра медиации при Торгово-промышленной палате. Потому что медиация, на самом деле, это инструмент не только для бизнеса, а для всего населения в целом. Потому что есть семейная медиация, школьная медиация, медицинская медиация. В любой сфере жизни, где могут возникнуть проблемы, нам всем пригодится медиатор. Вам слово. Может быть, какой-то пример вы расскажете для наших слушателей и зрителей, будет очень интересно, прям такой живой. Можно не называть название, да, ведь? Конечно, мы не называем, да. Потому что первый принцип медиации — это принцип конфиденциальности. Вот. Да? Принцип конфиденциальности говорит о том, что даже сам факт проведения медиации между кем-то и кем-то, он остается в тайне, в секрете, да, и поэтому этим и привлекательна, с одной стороны, медиация для бизнеса. Но рекламы тогда нет для вас. Почему? Рекламу можно, в том плане, что есть такие специалисты, что есть такой способ, да, потому что о медиации есть федеральный закон. Не просто так, откуда-то он взялся, а действует федеральный закон об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника, процедуре медиации с 2011 года. Вот уже сколько лет прошло, как в правовое поле законодатель наш российский внес такое понятие, как медиация, как медиативный способ урегулирования конфликта, как медиатор, требования к медиаторам. Это уже 14 лет.
Да. А для нас он еще как-то как будто бы и новое что-то. Ну, не только для нас, Многие для нашей слышат впервые. республики, да, но вообще в целом, потому что по накатанной, по традиционному пониманию мы идем куда? В суды, да, а споры могут быть во всех сферах, как мы говорим, жизни и деятельности, да. Жизненных конфликтов тоже полным-полно, ну, а в деятельности мы сейчас говорим о бизнес-медиации. Да, медиация именно в предпринимательской деятельности. А сама деятельность медиатора, она не является предпринимательской деятельностью. Но для того, чтобы стать медиатором, есть специальные требования. Они у нас в законе закреплены, и в законе еще есть такое понятие, как непрофессиональный медиатор и профессиональный медиатор. Да? То есть непрофессиональным медиатором может быть любой человек, которому исполнилось 18 лет, который не судимый и полностью дееспособный, но он хочет помогать людям. Как третейский судья, да, раньше говорили. Да, но смотрите, судья, само название судья, он судит. Да, он находит и ищет виноватых, кто прав, кто виноват. А в медиации не про это. В медиации про равность, про сотрудничество. Потому что в любом случае в конфликте мы считаем, что кто-то что-то сделал, а кто-то что-то не сделал. Все зависит от наших действий и бездействий. Вот, поэтому если кто приходит на медиацию для того, чтобы решить, разрешить, либо урегулировать свой спор, любой спор может быть, да, и в жизни, ну, даже с соседями может быть спор, но он потом этот простой бытовой конфликт люди умеют перевести в юридическую плоскость и дойти до суда. Казалось бы, простой спор, да? Вот. В этих моментах может работать простой человек в качестве посредника, медиатора. Но бывает же, какая-то сторона одна может не пойти на диалог. Тогда, к сожалению, медиатор ничем не может помочь. Да? Принцип добровольности здесь тоже начинает действовать. Сторона должна быть согласна, и одна, и другая сторона должна быть согласна на эту процедуру. А для этого и должен произойти вот этот переворот в сознании, да. Да, что люди должны понять, что это есть медиация, медиация есть еще один способ разрешения наших конфликтов. Вы сказали, что есть профессиональные, есть непрофессиональные медиаторы, а чем они отличаются? Вот, про непрофессионального я немножко сказала, что ему 18 лет, желание, несудимый и полностью дееспособный. А профессиональный дополнительно к этому, здесь уже возраст повышается, 25 лет. Любое высшее профессиональное образование. Любое. Любое. На сегодняшний день любое. А на медиаторов-то тоже надо, наверное, поучиться? Плюс несудимость, плюс полная дееспособность и пройти курсы подготовки медиаторов. А чему учат? Ну, поскольку медиация — это междисциплинарная область, да, там немножко юриспруденция, немножко психология, конечно же, конфликтология, ну, как сказать, программа обучения на медиатора, она очень такая практикоориентированная. Психика какая-то, наверное, должна быть очень психология там тоже есть. Человека. Ну, все. Вот смотрите, человеку 25 лет исполнилось, он уже что-то знает, да, есть какой-то опыт жизненный, есть у него свой базовый уровень образования, и он еще хочет помогать людям, да, заниматься этой деятельностью. Ну, соответственно, у него вот такое мышление и такая, наверное, немножко устойчивая психика. Но, тем не менее, кто-то приходит с желанием потом попробовать, может, да, а потом он может уйти. Даже у нас есть примеры, когда люди, которые занимались судебной практикой, были судьями, работали в органах, становятся медиаторами. Это тоже опыт. То есть тоже опыт, который они привносят вот в эти переговоры. Да, очень много людей сейчас пришли из юриспруденции. Да, вот они ходят, имеют очень хорошую юридическую практику, ходят каждый день годами в суды, защищают интересы своих клиентов, доверителей, да. Потом они вот видят разницу, как можно помочь своему клиенту, что важно для клиента, что получить судебное решение, либо получить исполнение. Ну вот сегодня у нас как раз Николай Сталевич будет про это рассказывать, потому что имеет и тот, и другой опыт, и, как говорится, все познается в сравнении. Немножко вот отличительные черты медиации, они привлекают людей. Но главное, чтобы знать, да, что это такое. Вот я и хотела спросить про ваше агентство. Насколько там полезны медиаторы?
Но я сам пока не медиатор. С этого начнем. Но я юрист, практикующий около 30 лет. Как раз в экономических спорах, где участвуют индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, некоммерческие, коммерческие организации. В том числе успел побывать судьей арбитражного суда. Ну, то есть я как бы знаю процесс, как происходит судебный процесс и как это соотносимо с процессом медиации. Ну, тут я с чего хотел начать. Во-первых, у нас с прошлого года, с 8 сентября 2024 года, существенно выросли ставки государственной пошлины при обращении в арбитражные суды, во все арбитражные суды. Причем они выросли очень сильно. Ну, здесь там очень много экономических позиций, конечно, тут называть их я не буду, просто я вам скажу, потому что, например, вот в соотношении, например, как было и как стало, например, апелляционная жалоба на решение арбитражного суда раньше было 3000, сейчас 30 тысяч. Кассационная жалоба раньше была 3000, сейчас 50 тысяч. Вот чувствуете разницу. И по всем таким позициям, по имущественным спорам, где идут в зависимости от суммы иска, все эти позиции выросли в разы. Очень сильно выросли. В 10 раз, получается, выросли. Да, где-то так. Где-то так. То же самое, допустим, и для граждан. Просто я здесь скажу, вот мы сейчас Долгой Николаевна обсуждали, госпошлина за расторжение брака раньше было 650, да? Да. Сейчас 5000. То есть дешевле договориться с медиатором, вот. чем... Это первая позиция, о чем я хотел сказать. Да, Во-первых, это это вот дешевизна, часть. это Что тоже финансовая часть. немаловажно. То есть я вам хотел сказать про это. Второе, значит, это сроки. Вот срок судебного рассмотрения. Вот примерно представьте, смоделируем ситуацию. Вы готовите исковое заявление. Значит, ну, допустим, сегодня что у нас? Февраль, да? В феврале, значит, вы сейчас его сдаете в суд арбитражный суд назначает его в марте. Ну, в марте назначает предварительное судебное заседание. После предварительного судебного заседания назначает на судебное заседание. Эта процедура обязательно предусмотрена арбитражно-процессуальным кодексом. И на этом судебном заседании не факт, что дело разрешится, но будет, может быть, отложено еще раз, до 3 раз. То есть это, грубо говоря, посчитайте, сколько это получается. Вот. Потом, значит, одна сторона обязательно не удовлетворена этим решением. Ну, не обязательно, не 100%, но и 99%, я бы сказал, да. Примерно так. Она что делает? Проигравшая сторона, да. Вот. И, значит, что? Она готовит апелляционную жалобу. Апелляционная жалоба, инстанция у нас находится в городе Чита. Вот. Готовят апелляционную жалобу, значит, представители индивидуального предпринимателя, ну, юрист, в общем, готовит эту жалобу, отправляет его в арбитражный суд Читы, тот тоже также назначает через месяц рассмотрение. Вот. Чтобы туда приехать, обычно сейчас у нас век цифровизации, есть такое понятие, как видеоконференц-связь и онлайн-заседание, но здесь не надо обольщаться, как Марина Олеговна правильно сказала, суды загружены, и поэтому эта связь тоже не по всем делам назначается. А быть на суде очень нужно. И вот этот юрист, значит, или ИП сам едет в эту Читу, через там 1 раз в неделю самолет летает у нас до Читы с Якутска прямой. То есть он прилетает, судебное заседание у него 5 минут пройдет, условно говоря, он 5 дней сидит, потом на следующую неделю он обратно летит. Живет в гостинице. Да, командировочная. Опять это дорого. Это дорого, это очень дорого. Потом дальше идет, значит, кассационная инстанция. Там примерно то же самое получается. Ну, может, чуть неважно, там дешевле, либо как, ну, вот. И получается, да я не знаю, ну вот я посчитал примерно, да, вот за какое-то там дело, обычно среднестатистическое, где-то, наверное, ну, 300 точно расходов. То есть это время и деньги. То есть это время, то есть я хочу сказать о чем. Первое, то, что это вот время, да, и плюс это самое деньги. Еще забыл сказать о том, что обычно представляют, необычно, вернее, в арбитражных судах 100% представляют интересы профессиональные юристы. Поэтому индивидуальный предприниматель вынужден нанимать адвоката. Вот. Ставки адвокатские за подготовку искового заявления от 10 тысяч, подготовку искового заявления от 20 тысяч, и за каждое судебное заседание участие 30 тысяч, от 30 тысяч. Это предлог от... Обычно он не применяется, потому что 50 тысяч, скажем так, за участие. Вот и представьте вот примерно вот эту цифру колоссальную. Тогда медиаторы – это ваши конкуренты. Если они будут активны, то суды тогда вот могут... здесь вопрос очень интересный. Нет, дело в том, что суды-то нет. Остаться без работы. Я-то сейчас не судья, я как юрист, как представитель. У нас с ними, наоборот, идет, как бы сказать... Судьи ратуют даже за Конечно. Распространение процедуры медиации. Чтобы их чуть-чуть разгрузили, да? Да. Это с одной стороны, а с другой стороны медиатор и юрист, они работают во благо
да, во благо вот человека, который обратился, чтобы защитить его интересы. Для человека что важно? Важно судиться годами, либо человеку важно, чтобы его конфликт был решен. А как можно еще решить без суда конфликт? Вот процедурой медиации. И, кстати говоря, сейчас в судах всех инстанций есть так называемые комнаты примирения. Это вот про медиацию. Просто не все это знают. Вот наша, так сказать, благая цель – это вот донести эту информацию до как можно большего количества людей, чтобы было вот это понимание и чтобы это стало вот нашей культурой. Умение договариваться. Да. Кстати говоря, в деловом обороте, чтобы оно было. Да, и процедура медиации, она же есть и в ЗАГСе, куда люди приходят, отношения испорчены, они приходят разводиться, делить имущество, и здесь тоже им предлагают услуги медиатора. Поговорить, может быть, вот что-то помочь в разрешении этого конфликта. А дорого вот обучиться? Вы сказали, курсы на медиатора. Очень разные тарифы, очень разные организации обучают, потому что есть университеты, институты, да, которые федеральные, есть частные образовательные организации, есть просто автономные учреждения, которые имеют образовательную лицензию и дают вот такие курсы подготовки медиаторов. Ну, вот, например, корпоративный университет системы торгово-промышленных палат Российской Федерации, Международный институт менеджмента общественных предпринимательских организаций. Там они дважды в год набирают группы и проводят такое обучение. Поэтому вот есть такая возможность в рамках системы ТПП этому тоже обучиться или повысить квалификацию. Такая возможность тоже не есть. Обязательно стать профессиональным медиатором, да, но профессиональный медиатор в первую очередь означает, что это специалист, который прошел все это, знает, да, навыки, знания, компетенции и плюс на этом зарабатывает, да, профессия. Да, для каждого человека, наверное, хорошо нам бы внутри с самим собой бы договориться, да, со своими близкими научиться включить договариваться. Внутреннего медиатора, да? Да, они сразу жаловаться там, да, или да, поэтому говорим, что каждый нападать. может и называется даже непрофессиональным медиатором. Не занимается медиацией в качестве профессии. Не занимается за да. деньги, так скажем. Да, кстати, волонтеры же могут быть, да, медиаторы, волонтеры, которые могут как-то помогать людям урегулировать их конфликты. Вот они и есть непрофессиональные медиаторы, по-простому говоря, да? Ну, а могут быть и профессиональные волонтерами тоже. Тоже же могут быть люди, которые хотят просто этим послужить как-то во благо. Но они все равно в рамках закона, они все равно будут к категории непрофессиональный медиатор. Сейчас в наше время, мне кажется, очень такая это актуальная тема, да, чтобы с миром как-то с миром. Конечно, да, потому что сфер деятельности очень много. Если мы сегодня говорим о бизнес-медиации, да, есть и семейная медиация, как Марина Олеговна сказала, школьная медиация, трудовая медиация, медиация в здравоохранении, спортивная медиация и самый высокий уровень политическая медиация, которую мы сегодня наблюдаем. Да, вот я как раз об этом. Да. Спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня в нашу студию. Благодарю вас за полезную информацию, которую, думаю, нужна была нашим зрителям и слушателям